прославлять нашего Бога. Так здорово, что все, кто есть, присоединились. Отправляйте своим друзьям, всем с домашки, кто еще не присоединился, видите, отправляйте, вдохновляйте, говорите: так, присоединяйся, нам тебя не хватает даже в зуме. Конечно, мы уже очень хотим собираться вживую, вот, на самом деле хотим всех увидеть, и это как-то оказалось проще. Проще прийти, по-моему, в церковь, чем в Zoom. Вот, поэтому очень ждем, очень любим, но несмотря на то, что мы все немножко на расстоянии друг от друга, давайте просто постараемся всем сердцем соединиться в Боге и поклоняться там, где вы есть, там, где вы дома, поклоняться вместе с нами, потому что это не концерт, это место, куда мы действительно приходим к Богу. И знаете, на той неделе у меня была такая мысль: а что бы было, если бы я сейчас предстала перед Богом, о чем бы я подумала вообще, о своей жизни. Я подумала: ох, надо больше любить, надо просто больше радоваться, жить. И в тот момент я просто заранее немножко до этого немножко злилась, я думаю, и вот я подумала об этом моменте, я подумала: да он вообще такой неважный на самом деле, когда ты реально приходишь к Богу, и вся вот эта злость, она такая на самом деле неважное вообще. И реально вот поклонение Богу — это, наверное, одно из самых важных в жизни вещей, которые мы можем делать, пока мы здесь. Потому что мы пойдем на небеса и будем вечность там его славить, поэтому давайте тренироваться от всего сердца. Потому что Бог хочет наше сердце, ему не важно наше совершенство, как мы поем в одной из песен, но Он вот желал наше сердце искренне. И мы будем петь, для вас немножко новую песню. Я ее уже пела вам как подарок, но мы будем теперь ей прославлять. Всего одна облака, склонится перед ним земля. Оковы все падут, оковы все падут, в то время как звучит хвала, встанет на пути у Бога. Наш Бог Лев Иудин, велик в своей силе, за нас Он воюет.
Благословен, доверяющий Богу. Благословен тот, кто любит Его. Благословен, чьи грехи омыты. Благословен тот, кто жаждет Его. Когда Бог зовет имя Его. Благословен, ты благословен, потому что доверяешь Богу, потому что любишь Его, потому что жаждешь Его. Скажи: благословен, благословен, доверяющий Богу. Доверяй тебе, Господь. Благословен, любим Тебя, Господь, тот, кто любит Его. Благословен, чьи грехи омыты. Благословен тот, кто жаждет Его. Благословен, благословен, доверяющий Богу. Благословен тот, кто любит Его. Благословен, скажем все вместе. Благословен тот, кто жаждет Его. И не побежит от врагов своих, не убоится ужасам ночи, выйдет навстречу, когда Бог зовет имя Его. Не побежит от врагов своих, не убоится ужасам ночи, выйдет навстречу, когда Бог зовет имя Его. Благословен. Спасибо, Господь, за все Твои благословения. Спасибо, Господь, что когда мы любим Тебя, не только когда мы любим Тебя, Господь, Ты все равно любишь нас, Господь, потому что Ты верный Бог. О, Господь, о, Ты верный Бог. Ты не оставлял нас ни одного дня, Господь, от самого нашего рождения. Может быть, мы иногда оставляли Тебя, но Ты никогда не оставлял. И сейчас то самое время быть с Тобой, Господь. Сейчас тот самый сезон быть с Тобой, Господь. Быть с Тобой, Господь. Быть с Тобой, Господь. С добрым, верным Богом, Господь. Сердце сон, ты щиро О, Ты верный Бог. Ты любящий Бог. Добрый Отец, Ты благодать и сил, вывел меня из темноты в Твой мир. Ты милосердный.
Все отдаем Тебе.
Твое имя призову. Во время шторма над волной я взгляд держу в Твоих объятиях покой. Я Тебе я доверяю, по воде ходить желаю. Куда идти, скажи мне, и в глубиноте, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, и со мною мой Спаситель. Дух, веди меня, Тебе я доверяю, по воде ходить желаю. Куда идти, скажи мне, и в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, ведь со мною мой Спаситель. Веди меня, Тебе я доверяю, по воде ходить желаю.
моя крепче, ведь со мною мой Спаситель. Ты со мной, ты со мной, мой Бог. Ты со мной, 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 ты со мной. Твое имя призову во время шторма, во время шторма над волной. Я стяжу в твоих объятиях. Я весь твой, я весь твой, твое имя призову сейчас мной. Время шторма над волной, взгляд держу в твоих объятиях покой. Я твой, ты Доброго времени суток, дорогие возлюбленные братья и сестры. Сегодня чудесный день, сегодня прекрасный день. И давайте мы прежде помолимся, приготовим свои сердца, чтобы услышать то, что Бог приготовил нам сегодня, что Дух хочет говорить каждому из нас и телу Христову, и нашей церкви. Отец Небесный, мы приготавливаем свои сердца, чтобы Ты спахал эту новину, Господь, чтобы Ты спахал, и чтобы Ты посеял туда семя, то семя доброе, которое бы принесло плод 30, 60, 100 крат. Господь, мы хотим слышать Слово Твое с небес. Мы хотим, чтобы Твой Дух из уст Твоих, Господь, сегодня излилась благодать, милость, любовь ко всем к нам в этот день. Мы поклоняемся Тебе от всего сердца. Преклоняем свое сердце перед Тобой. Мы знаем, что Ты Всевышний, Ты наш Господин, Ты наш Царь. Мы знаем, что Ты любящий нас Отец. Все сказали аминь. Аминь. И тогда мы начнем сегодняшнее наше послание. Я вас еще раз приветствую, всех в Зуме, Инстаграме, кто слушает сегодня. Знаете, вот в наше время, сегодня я хотел бы говорить, у меня проповедь так называется, что
Иисус, Он нам дает радикальные советы. Иногда мы иногда не понимаем, как любящий Бог, как Иисус любящий может нам давать такие советы. Я представляю, если бы я давал такие советы своим детям, или вам бы давал такие советы. Вы, наверное, подумали, что что-то не так со мной. Или бы вы, наверное, бы сами сказали, мы хотим вам, Олег Иванович, посоветовать обратиться к врачам, психологам. Знаете, я хотел бы сегодня говорить о нескольких местописаниях, жестких местописаниях Нового Завета. И это встречается в 3 местах Писания. Матвея 5 главе, Матвея 18 главе и Марка в 9 главе. Давайте мы прочтем, начнем с Матвея 18 главы. И прочитаем там. Матвея 18 глава. Будем читать с 7 по 9 стих. 7 по 9 стих. И здесь написано: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с 2 руками и с 2 ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с 1 глазом войти в жизнь, нежели с 2 глазами быть ввержену в гиену огненную». Вот такой совет нам дает наш любящий Отец, Иисус Христос. Знаете. И я часто разговариваю с людьми, и люди, они говорят, те, кто читает Писание, есть люди, которые, может, просто не верят, и просто читают Писание. И люди говорят, ну как у вас Писание настолько жесткое иногда? Вы говорите про любовь, говорите, вот, Бог есть любовь. Но Иисус вот говорит и показывает вот эти местописания, другие какие-то местописания, знаете. И, к сожалению, большому, что многие христиане, они также понимают это местописание буквально. Но Иисус, Он реально хотел донести нам что-то другое. И были люди, которые христиане, которые и грамотные, не только неграмотные, и грамотные христиане, богословы, и проповедники, которые учили об этом и говорили, что нам буквально нужно отсекать себе руки, там ноги, и они калечили себя, целые движения были, которые бичевали себя до крови, которые истязали свое тело. Но слава Богу, что большинство все равно толкователей, богословов, христиан, проповедников, братьев, сестер, они понимали это местописание, они понимали о том, что Иисус хотел донести нам, о чем Он хотел донести нам, чтобы мы поняли из этого, извлекли какой-то урок, и Он хотел нам донести некую духовную истину. И давайте мы сегодня будем поразмышляем об этих вырванных глазах, отсеченных конечностей руки, ноги. И мы вернемся обратно в 18 главу Матвея. Но прежде я хотел бы сказать, чтобы немного разъяснить вам, потому что много притч, Иисус много говорил притчами, и некоторые притчи Он разъяснял, но большую часть притч Он не разъяснял, Он просто говорил притчами. Вы помните, наверное, притчу о 4 почвах, да? И Он ее ясно, четко разъяснил. И Он сказал, если вы этой притчи не поймете, то вы и других притч тогда не можете понять.
И знаете, притча это короткий рассказ, аналогия или иносказание, которые через образы материального мира раскрывает духовные истины. И знаете, вот есть такие два вот инструменты толкования притч, два вот такие инструмента. Я хочу, чтобы вы ясно, четко могли это понять. Первое – это противостояние, противостояние друг другу, пару участников или каких-то предметов. Он всегда об этом говорит. Да? И пару действий этих участников. Вот. Знаете, вот здесь мы, например, посмотрим, в этой притче, например, мы ясно, четко видим. Здесь есть 4 пары участников. Это рука, которая согрешила, да, и рука, которая не согрешила. Глаз, который согрешил, и глаз, который не согрешил. Нога, которая согрешила, и нога, которая не согрешила. И 4-я пара – это жизнь вечная и озеро огненное. И здесь также есть 3 пары действий. Вот первое действие – это когда ты отсек и выкинул, а другие оставил. Вырвал и выкинул, а другие оставил. Вот эти пары, они противодействуют друг другу. И 3-я пара – это то, что вырывается, оно выбрасывается в огонь, озеро огненное. И то, что оставляется, оно переходит в жизнь вечную. И в этих притчах, знаете, вот это материальное, вот мы много можем говорить, да, вот какие-то в притчах есть предметы, вот, жемчужины там, мины, монеты какие-то, да, сокровища какие-то, семя какое-то, вот. И в притчах предмет вот этого материального, он подменяется в духовное. Какой-то духовный смысл есть. Вот. И давайте вот я хочу, чтобы мы разобрались с этими предметами и с этими действиями, чтобы нам понять, чему хочет нас научить Иисус в этой короткой притче. Давайте начнем с глаз. Откроем местописание, сейчас откроем местописание Луки, от Луки. От Луки. Ученики приступили к Иисусу и сказали: Извиняюсь. Кто больше? Выключи, пожалуйста. Царствие небесное. Луки 11 глава. Луки 11 глава. И будем читать здесь 34 и 36 стих. С 34 по 36. От Луки 11 глава. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма. Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло. Все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Мы видим, что в этой притче также говорится о светлом оке, да, и о темном оке. Темное око – это больное око, а светлое око – это светлое, да, это здоровый глаз. И давайте мы вот через это переместимся в духовный мир, в духовный какой-то объект, что стоит за этими физическими глазами. Мы знаем, например, что 90% всей информации заходит через глаза, да, и 10% через уши. 90%. Вот почему всегда учителя, они что-то рисуют, что-то показывают, какие-то картинки, потому что 90% входит через глаза, а остальное через уши. Причем
информацию мы можем получать только двумя способами. Только двумя. Это мы сами получаем, когда мы смотрим на окружающий мир, друг на друга смотрим, да, на объекты какие-то, в интернет, да, телевидение смотрим. И второй источник, это когда информацию нам могут подавать намеренно другие люди. Например, друзья, мои родные, моя жена, мои дети. Начальник может подавать, да, мне какую-то информацию. Братья, сестры могут давать информацию. Какие-то мошенники могут давать информацию, да? Политические деятели, вот, продавцы товаров могут давать также эту информацию. И почему они пытаются дать эту информацию? Потому что они пытаются убедить нас в чем-то. Однозначно убедить нас в чем-то. И наша задача, это очень важно понимать, наша задача принимать эту информацию правильно. Анализируя ее, знаете, анализируя ее с точки зрения вот этой истины, Божьего Писания. Обязательно смотреть. Если мы воспринимаем зло как зло по Писанию, а добро как добро, также по Писанию, тогда у нас с глазом все в порядке. Знаете. Если мы не ведемся на какую-то лживую информацию. Вот почему мошенники, да, рекламщики, они очень много чего, продавцы товаров, они могут много чего тебе просто продать такой товар, который он тебе вообще не нужен. Впарить просто этот товар тебе. Вот. А мошенники могут обмануть. Как мы различаем, что такое хорошо, а что такое плохо? Как мы можем различать? Конечно же, мы не глазами это различаем. Эта информация входит через глаза, попадает в наш разум. Вот здесь мы размышляем, здесь мы думаем, здесь мы фильтруем его, да, через свой разум. Оно входит, и мы пропускаем это через наш разум. Или мы это принимаем, или мы это отсекаем просто-напросто, эту информацию. Или не принимаем. И возникает вопрос, если мы если мы не можем различить, да, ложь от истины, возникает вопрос. Главный. Может, мы недостаточно знаем истину, слово, Писание, может, мы недостаточно его знаем. И поэтому тогда нам нужно увеличить дозу эту. Нам нужно принимать больше этой истины, больше, может, эту таблетку или этот укол, который нам нужен, да? И мы должны принимать это в большом количестве. Знаете, когда я был пастором в Бердикистяхе, и у меня была такая проповедь «Полкило здоровой пищи», и я ее проповедовал много раз во многих деревнях, и в Бердикистяхе также. Полкило здоровой пищи. Это я брал 3 главы в день, и эти 3 главы в день я читал утром, потом эти же 3 главы в день я читал в обед, и потом эти же 3 главы я читал вечером. И я называл это полкило здоровой пищи. И когда это входило через меня, я читаю через глаза, через уши, я размышлял, думал, прожевывал это. И это просто падало потом в мое сердце. И когда наступали трудные минуты, из меня выходило то, чем я был наполнен. Я думаю, нам нужно увеличить эту дозу, чтобы не попасться нам на какую-то ловушку, на какие-то ереси, на какие-то учения, лжеучения, которые пытаются люди нам вставить, знаете, вот этот искусственный глаз, убедить нас вставить этот искусственный глаз, чтобы нам впихнуть эту ложь, этот обман. И именно, если у нас есть эта истина, именно через эту истину, эта ложь, она удаляется. И нам нужно жить этой истиной, поступать так, рассуждать так, жить, ходить. И тогда через эту истину действительно удаляется вот эта ложь. Только через истину может удалиться, только истина может отрезать. Тогда вырывается этот больной глаз, тогда вырывается эта больная рука и эта больная нога.
вот такой вариант, если ты услышал, понял, что говорят тебе ложь, с этого момента надо стараться держаться подальше от таких людей. Ты вначале, конечно, пытаешься объяснить этому человеку, показать через истину, через Писание, убедить этого человека. Но если этот человек не понимает, тогда не надо с ним спорить, воевать, тратить на это время. Ты сделал, ты по Писанию показал, доказал ему. Если он не понимает, то отойди от него. Римлянам в 16 главе, Римлянам 16 глава, сейчас откроем, Римлянам 16 глава, 16 глава, и будем читать там 17 и 18 стих. Там написано так. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». Вот. Лучший способ, чтобы не заразиться, это держаться на расстоянии. Да? Вот. Как сейчас у нас вот ситуация с этой пандемией, да? Носим маски или держимся друг от друга на каком-то расстоянии. Давайте мы пойдем дальше. И очень интересно, пойдем, мы сейчас разобрали о глазе, да, вырванном глазе. Давайте мы пойдем к ногам, отсеченным к этим ногам. Определим, какая духовная параллель подразумевается в этой притче, когда говорится о ногах. Какие функции ног есть? Ноги, они, конечно, мы ходим, да, на них, мы можем стоять на них. Они какую-то функцию несут, когда мы сидим. Я сейчас несу, они как-то держат меня здесь, да, вот в какой-то степени. Вот. Участвуют, короче, в процессе, да, сидения. И поэтому сюда, я думаю, подойдет очень известное местописание. Очень известное местописание. Давайте мы его откроем. Это Псалом 1 и прочитаем. Очень подходит к ногам это как раз. Первый Псалом, первый стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителя». Как здорово, классно, здесь так сказано, да? Вот. И вот мы можем поразмышлять сейчас. Мы понимаем, что теперь при помощи ног мы перемещаемся. Или не перемещаемся, можем стоять, да, или можем сидеть. И вот здесь очень важно, куда мы можем пойти. Да? Куда мы можем пойти, куда нас могут понести ноги. Да? Или где мы можем стоять, с кем мы можем стоять, или с кем мы можем сидеть, лялякать, слушать там что-то. Да? Вот. Здесь ясно, четко об этом сказано. Советует, Иисус Христос советует здесь отсечь эти ноги, если они не туда идут, если они виноватые. Да? Вот этот совет. Но это духовный совет, который мы сейчас разбираем и смотрим через Псалом 1. Он говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Мы не должны туда ходить. Не стоит на пути грешных, да? Мы можем стоять на каком-то грехе. Нам комфортно, и мы не хотим с этого греха уходить. Нам комфортно, потому что стоять на этом грехе. Вот. И не сидит собрание развратителей, которые наушкают, говорят какие-то слова, кому-то чай пьют, в гости тебя пригласили, а сам тебе там искусственный глаз тебе вставляет и через эту информацию подает. А вы слышали там вот про него-то, а про ту-то, а там ситуация такая. Знаете? И как твоя реакция? Примешь ли ты эту? Или истина, которая наполнена тобой, оно, фильтруя это, не примет эту, отсечет эту ложь. И ты будешь подальше держаться от таких людей, чтобы не входить в конфликт с Богом нашим. Не входить в конфликт.
не входить в конфликт с истиной. Чтобы мы не ходили в опасном направлении, чтобы мы не сидели с такими людьми, которые развращенный род, да, которые развращают нас. Чтобы мы бежали оттуда, чтобы мы уходили. Чтобы мы уходили от этих грехов, убегали от этих грехов. Ну давайте мы тогда продолжим нашу вот эту хирургическую операцию, да, которую мы сегодня говорим об этом. И давайте мы поговорим о руках наших. Да? Здесь более попроще. Руки – это наши дела. И мы откроем место Писания в начале Исаия, наверное, Исаия откроем, да? Исаия. Так, у меня, наверное, здесь это... Исаия 3 главу, и будем читать 10 и 11 стих. 10 и 11 стих. «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его». Видите, да, дела рук. Вот. Если ты делаешь правильные дела, если ты делаешь добрые дела, то это рука не согрешившая, добрая. А та рука, которая беззаконие, ее нужно отсечь. Ее нужно отсечь. Ясно и четко. Писание говорит ясно и четко об этом. Псалом. Давайте прочитаем 17-й Псалом. 17-й Псалом и 21 стих. Здесь написано: «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня». Ясно, четко. Говорит об этом. Притчи 12 глава, 14 стих почитаем. «От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его». Ясно, четко. Писание говорит ясно, четко. По делам рук воздаяние. Творишь добрые дела, в результате войдешь в жизнь вечную. Творишь худые дела, пойдешь в озеро огненное. И нам нужно также поступать с нашими ножками, ручками, с глазками нашими, знаете. Но, слава Богу, у нас всегда Иисус нам дает ответ, Он нам всегда дает выход. И знаете, какой метод отсечения вот этих грешных дел? Потому что многие не могут понять, как я могу отсечь эти грешные дела. Как я могу отсечь эту свою руку, свою ногу, там, свои глаза. Буквально, как я вам вначале говорил, буквально люди понимали, и христиане истязали себя, калечили себя, думали, они избавятся так от грехов. Но они как грешили, так и продолжали грешить, потому что они не понимали сей притчи. И у нас самый лучший метод, это, конечно же, покаяние. И мы должны пользоваться этим инструментом. Это очень хороший инструмент. Нам нужно правильно пользоваться этим инструментом. Это Матвея 3:8. Вы помните, когда Иоанн Креститель, он сказал: понесите достойный плод покаяния. Делайте достойный плод покаяния. Не слова просто важны. Мы часто очень говорим: ой, я покаялся уже, отстаньте от меня. Вы что ко мне пристали вообще-то? Я уже давно покаялся. Но здесь не важны только слова. Слова тоже важны, но не настолько важны. Нам нужно плод покаяния, дела покаяния, это плоды, дела покаяния. То есть должен быть какой-то результат. Грешил, покаялся и больше не грешишь. Отсек все это, отрезал навсегда. Аминь. И давайте мы еще обратим еще на один вариант притчи и вернемся в Нагорную проповедь Матвея. Там тоже говорится об этих отсеченных конечностях. Давайте мы посмотрим. Очень интересно. От Матвея 5 глава. 5 глава. И там 29 и 30 стих. Здесь написано так. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы
погиб один из членов твоих, а не все тело твое было вержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было вержено в гиену. Здесь очень интересно, знаете, именно почему правый. Почему не левый, почему правый глаз? И здесь тоже было много споров среди богословов, толкователей Библии. Почему правый? И поэтому мы здесь подключим известных очень богословов. Но я бы хотел бы одного зачитать, немного, потому что я читал Писание много об этом, смотрел, почему, думаю, правая рука, почему именно правый глаз. Странно вообще-то как-то так. И в действительности богослов Лопухин, говоря о правом и левом, он цитирует Аристотеля. И Аристотеля также можно почитать, но мы не будем сегодня много читать, потому что... И он говорит так, Лопухин, правый, а не левый, потому что он, как глаз правый, как и правая рука, они дороже для человека. Правша, да? Праведный. Говорит, ты прав, говорят люди. Да? Праведник. И большинство людей, они все правши, да? И по природе своей. Правая лучше левого. Это по природе своей. Но я хотел бы вам зачитать прямо, вот я здесь выписал, и зачитать толкование Иоанна Златоуста. Давая, вот внимательно слушайте, очень интересно. Давая эту заповедь, Христос говорил не о членах. Нет, ни в коем случае. Он нигде не осуждает плоть, но везде обвиняет развращенную нашу волю, наши эмоции, там еще, нашу душу. Не глаз твой смотрит, а ум и сердце, как я вам сказал, да? Информация входит не через глаза, они входят через глаза 90%, но они фильтруются через разум. Здесь, через это они фильтруются, ты все фильтруешь, размышляешь, думаешь, и они падают сюда, и если на тебя кто-то пытается обмануть, ставить искусственный глаз, мошенники там или клеветники, там, наушники, то ты сразу видишь, процеживаешь через разум, и из сердца выходит, ты понимаешь, это ложь, и ты отсекаешь. Или ты наставляешь этого человека. Не глаз твой смотрит, а ум и сердце. Когда душа наша бывает обращена на другие какие-либо предметы, тогда глаз часто не видит того, что находится перед ним. Следовательно, не все надо приписывать действию глаза. Если бы Христос говорил о членах, то сказал бы не об одном глазе, и притом не о правом только, но и обоих глазах. Ведь если кто соблазняется правым глазом, тот без сомнения соблазняется и левым глазом. Итак, почему же Спаситель упомянул только о правом глазе и о правой руке? Чтобы ты знал, что речь идет не о членах, но о людях, имеющих с нами тесную связь. Если ты кого-то либо столько любишь, что полагаешься на него, как на правый свой глаз, или признаешь его настолько полезным для себя, что считаешь его вместо правой своей руки. Если он развращает твою душу, то ты и такого человека отсеки от себя. И заметь здесь силу выражения. Спаситель не сказал «отстань», а говорит «вырви его и брось от себя», желая указать на полное удаление. Далее, так как он предписал заповедь довольно строгую, то показывает и пользу в ее обоих отношениях. В отношении добра и в отношении зла. «Ибо лучше для тебя, — говорит он, продолжая свое иносказание, — чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». В самом деле, когда близкий тебе человек и себя самого не спасает, и тебя с собой губит, то какое было бы это человеколюбие? Обоим вам погрязать в бездне погибели.
Тогда как, разлучившись друг от друга, по крайней мере, один из вас может спастись. Как же скажешь, Павел желал быть отлучен от Христа ради братьев своих. Апостол желал этого не без пользы, но для того, чтобы другие спаслись. А здесь бывает вред для обоих. Поэтому Спаситель не сказал «только вырви и брось от себя», так, чтобы уже никогда не восстанавливать связи с другом, если он останется таковым же, как и прежде. Таким образом, ты его освободишь от большого осуждения и самого себя избавишь от погибели. Чтобы тебе яснее видеть пользу такого закона, применим, если тебе угодно сказанное для примера к телу. Если бы тебе предстояла необходимость избрать одно из двух, или, сохраняя глаз, быть вверженным в ров и там погибнуть, или, лишившись глаза, сохранить прочие члены тела, не согласился ли бы ты на последнее условие? Это для всякого очевидно. Это не означало бы, что ты не жалеешь глаза, но что жалеешь все прочие члены. Также в мужчинах и женщинах. Если друг твой, который вредит тебе, будет совершенно неизлечим, то он, будучи от тебя отсечен, и тебя освободил от всякого вреда, и сам избавится от большого осуждения, поскольку он, помимо своих грехов, уже не будет подлежать ответственности за свою погибель. Видишь ли, какой кротостью и попечительностью исполнен закон Христов, и какое великое оказывается человеколюбие в мнимой его строгости. Да слышат это те, которые спешат на зрелище и ежедневно делают себя любодеями. Если закон повелевает нам отсекать от себя вредного друга, то какое могут иметь извинения те, которые на зрелищах ежедневно привлекают к себе совершенно незнакомых им и сами изобретают бесчисленные случаи и погибели. Итак, Спаситель не только не позволяет смотреть любострастными очами, но, показав происходящий от этого вред, еще более усиливает закон, повелевая нам соблазняющий член вырывать или отсекать и бросать от себя прочь. Это законополагает тот, кто 1000 раз говорил о любви, чтобы в этом и другом случае ты узнал, как велико попечение его о тебе, обо мне, о нас. И он всюду ищет твоей пользы. Аллилуйя. И еще хотел бы здесь заметить, что Иисус в этой притче перечисляет парные, вот именно парные органы, глаза, руки, ноги. Потому что здесь также может быть заложена мысль, что при потере одного глаза, другой глаз останется целым. При потере одной руки, другая рука останется целым. При потере одной ноги останется нога одна целая. И что это не так смертельно опасно? Хотя бы на костылях мы дойдем до Царства Божьего. Хотя бы мы дойдем до Царства. Войдем в эти, знаете, вечную жизнь. И заканчивая, хотел бы сказать, что в этой притче Иисус не говорит о плотских глазах, руках и ногах, чтобы вы ясно, четко могли понять. Не о плотских, а о духовных проблемах, оплетенного соблазнами человека, с которыми нам он предлагает бороться решительно, непримиримо и жестоко, дабы избежать вот этого адского пламени и войти в вечную жизнь, дорогие мои. Сегодня вот такая проповедь, может, она покажется вам действительно где-то жесткой, но если вы поняли эту притчу, то в действительности Иисус, Он настолько нас любит, настолько велика Его любовь к нам, что Он предлагает нам лучше войти с одной рукой, с одной ногой, но это духовный смысл. Прежде всего, это не говорится о членах, как мы здесь говорили, а прежде это говорится о наших помышлениях, о наших действиях каких-то в нашей жизни. Аллилуйя. Дорогие мои, давайте мы тогда еще помолимся, да, и продолжим наше служение.
Аллилуйя, Отец Небесный, Господь, мы молимся Тебе, Отец Небесный. Благодарим, что Ты говоришь нам через эти притчи, Господь, во имя Иисуса. Господь, чтобы мы имели жизнь вечную. Ты научаешь нас, Господь, чтобы мы были наставлены, научены, чтобы, Господь, мы могли через эти материальные вещи, о которых Ты говоришь, об их действиях, чтобы мы могли получить то духовные, Господь, те духовные ценности, Господь, во имя Иисуса Христа. И чтобы мы могли поступать так, жить так, чтобы через эту истину мы могли вразумляемы, чтобы эта истина могла отсечь эту всякую ложь, Господь, во имя Иисуса Христа. Чтобы мы могли понимать эти притчи, Господь, о чем Ты хотел донести нас, Господь, во имя Иисуса. Чтобы мы вразумились, Господь, во имя Иисуса. Благодарим и славим Тебя, Господь, во имя. Благослови каждого, Господь, во имя Иисуса. И прямо сейчас, Господь, Дух Святый, прямо сейчас Ты прикасаешься, Господь, больным местам этих людей, исцеляешь, Господь, их. Господь, Дух Божий, Ты приправляешь через свою благодать, Господь, во имя Иисуса. Это Слово, Господь. И это Слово, оно, Господь, во имя Иисуса, которое Ты послал, оно исцеляет прямо сейчас все больные органы, участки тела, Господь, во имя Иисуса. Кости, суставы, Господь, во имя Иисуса Христа. Ранами Иисуса Христа они исцеляются, Господь. Ты, Господь, прикладываешь как это слово свое, как пластырь, Господь, с травами, Господь, во имя. И эти больные места, они исцеляются, Господь. Ты знаешь, кого прямо сейчас утешать, Господь. Чтобы всякий стыд, всякий позор он ушел, Господь. Ты говоришь через свое слово. Не бойтесь ничего, не стыдитесь, Господь. Я все сделал на кресте ради вашего спасения, ради вашей свободы, ради вашей радости, Господь. Чтобы вы радовались, Господь. Господь. Я, Господь, во имя Иисуса, каждый раз, Господь, во имя Иисуса, посылаю вам милость. Каждое утро обновляется эта милость, Господь, во имя Иисуса. Потому что милость превозносится над судом во имя Иисуса Христа. Господь, благословляем друг друга, благословляем сегодняшний день, Господь, во имя Иисуса. Благодарим и славим Тебя, великий Бог. Будь прославлен, будь возвеличен. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, дорогие мои братья и сестры. Огромное вам спасибо, что вы сегодня слушали это слово. Будьте благословенны на сегодняшний день. Служите своим родным, близким. Обнимайте их, говорите им добрые слова. Улыбайтесь почаще. Как мне жена все время говорит, улыбайся, говорит, Олег, почаще, чего хмурый ходишь. Улыбайся почаще, тебе улыбка очень идет. И она украшает, и она радует как-то. И детей радует, и меня радует, и других людей. Аллилуйя, Господь. Так что давайте будем улыбаться. Если нам тяжело, то солнцу не тяжело вставать. Оно встает солнце не говорит, я устал вставать. Солнце встает каждый день, ровно по времени. Так же и мы должны продолжать жить, улыбаться, обнимать друг друга, говорить добрые слова. Аллилуйя. Все, благословляю вас, дорогие мои. Спасибо, Олег Иванович, за послание. Слава Богу за Писание, что оно действительно все богодухновенно и все нам полезно. Добрый день всем. Этот день сотворил Господь, и мы будем радоваться и веселиться перед Ним. Аминь. Поговорим о даяниях. В Евангелии от Иоанна, 10 главе, 10 стихе Иисус сказал: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Расширенный перевод говорит: «Жизнь в полноте, пока не переполнится». Точно так же, как Иисус умер за наши грехи, Его искупительная работа с избавлением избавила нас от проклятия нищеты и от финансового недостатка. Его кровь не только омыла наши грехи, но также приобрела
исцеления и преуспевания. В Иоанна, 3 глава, Иоанна 3 Иоанна, 1 глава, 2 стих говорит: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Слово Божье самое большее, что мы можем посеять в свою жизнь и в жизнь других. Псалом 118, 105 стих. Псалмопевец говорит, Давид сказал: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стези моей». Нам надо наполнять преуспеванием свой разум, открывать свое сердце и говорить своими устами. Мы имеем то, что мы говорим. Дух Божий в нас — это дух роста. Смысл не в том, что Дух Божий продолжает расти, но в том, что с Его Духом мы возрастаем в духовной мудрости и физических способностях, чтобы выполнять волю нашего Небесного Отца. Не будем ограничивать дела, которые Бог выполняет через нас. Осознаем свое положение в Нем и будем служить Ему со смирением и уверенностью. И это, конечно, здорово, что мы верны своим даяниям. В эти времена вот кризиса мы можем благословлять нашу церковь. И давайте просто будем поддерживать нашу церковь финансами. Аминь. Спасибо каждому. И сейчас на экранах будут реквизиты, куда вы можете перевести свои даяния, десятины и пожертвования. Спасибо за ваши жертвы, спасибо большое за то, что вы верны в это время. Прославим еще нашего Бога, все чудесное, что Он сделал. Споем еще раз новую песню, она для вас уже не новая, мы сегодня уже ее пели. Склонятся перед ним народы. Он огнец небес, за нас вырос.
с миром Божьим по домам, но вы и так дома. Пусть действительно в вашем доме, хоть уже все так долго сидят, будет мир, покой. И не стесняйтесь друг перед другом молиться, поклоняться, потому что в церкви мы привыкли молиться, поклоняться. А ты дома сидишь и думаешь, ну мы дома обычно не поклоняемся, это так странно, да? Пусть это не будет странным в вашем доме. Поклоняйтесь, молитесь, читайте Библию. Когда я слышу, как дома кто-то читает Библию вместе с семьей, это просто такое чудо, так чудесно. Вот, смотрите наши проповеди на Ютубе, в Инстаграме. Мы очень рады, что вы смотрите нас. Если хотите служить, то присоединяйтесь, мы всегда открыты. Благословений вам на эту неделю. Увидимся в домашних группах.